Утвержденный план антикризисных мер на 126 миллиардов сомов включает в себя более 50 мероприятий. И впервые в истории независимости республики, как говорят эксперты, план подкреплен финансовыми ресурсами и не носит декларативного характера. Это обещает получить положительный эффект в достижении результатов. Каждый вложенный сом в экономике имеет мультипликативный эффект. И если это хорошо сработает, то один сом может принести нам 2, 3, 4 раза больше в нашу экономику. Поэтому я считаю, только нужно дать время и эффективно использовать эти ресурсы. И те мероприятия, которые они планируют осуществить, в принципе, они реализуемы. Распределение 126 миллиардов сомов последует таким образом. Есть две крупные разделы, куда направят почти 70 миллиардов. По информации Минэкономики, это конвертация кредитов и соцподдержка населения. Это, опять же, повышение зарплат для государственных служащих, причем государственных служащих, которые работают в социальной сфере, это учителя, врачи и другие. Для них предусмотрено порядка 33 миллиардов сомов. Помимо этого предусмотрено еще 36 миллиардов сомов. Это конвертация кредитов, которые были получены из государственного бюджета в иностранной валюте. Власти страны не раз заявляли, что продовольственная безопасность – задача номер один. Для закупки и пополнения матрезерва социально значимыми товарами предусмотрено 2,5 миллиарда сомов. В целом на сектор продовольственной безопасности уделено особое внимание. Для сельского хозяйства под 6% предполагается, что будет выделено около 26 миллиардов сомов. Ко всему прочему еще будет выделено около 10 миллиардов сомов – это на развитие кластерного производства. Еще будет около 2,5 миллиардов выделено на закупку семян высококачественных, горюче-смазочных материалов для наших фермеров. В план антикризисных мероприятий входит и направление по привлечению инвестиций. В прошлом году привлекли около 600 миллионов долларов. Показатели увеличивают за счет улучшения инвестклимата. На сегодня Нацагентство по инвестициям при президенте рассматривает около 400 проектов на сумму более 30 миллиардов долларов. Конечно, инвестиции для нас приоритетны во все отрасли, но отдельно можно отметить это, конечно, сельское хозяйство, развитие, зеленая экономика, туризм, ВИА, да, то есть зеленая экономика, зеленая энергетика. Сегодня уже проведены ряд переговоров. Очень тесно по ВИА мы работаем с Турцией. И я думаю, в ближайшее время вы уже увидите не просто на бумаге написанные проекты, а уже реализованные и построенные. Да? Не остался без внимания и сектор бизнеса, который пострадал от последствий COVID-19. Для субъектов предпринимательства в плане закреплены и беспроцентное кредитование. Это необходимая сегодня поддержка со стороны государства, комментируют аналитики, ведь бизнес – локомотив развития экономики. Именно во время кризиса наши предприниматели, в частности производители, они могли выйти без особых больших потерь для них, поскольку если им создавать условия, они определенно будут создавать рабочие места, и в последующем, которые может сыграть хорошую положительную роль именно в пополнении бюджета нашей страны. Также предусмотрены меры по обеспечению устойчивости госказны, для чего будет производиться оптимизация расходов отдельных незащищенных статей республиканского бюджета до 30% с перенаправлением средств на финансирование антикризисных мер. Наргиза Нурмаметова, Джантай Макенов, Пирамида.